История о пожилой паре, которая провела вместе 50 лет, легла в основу новой комедии «Золотая осень». Сегодня на сцене Тинчуринского театра 4 актеров сыграли историю об одиночестве. Несмотря на ряд комедийных ситуаций, спектакль, как и положено драматическому произведению, задает и вечные, и общечеловеческие вопросы. Пьеса писалась в расчете именно на актерскую индивидуальность старожилов театра. Дмитрий Пивоваров продолжит. Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Сегодня не только географическая золотая осень, но и театральная. Новая постановка Тинчуринского театра рассчитана на тех, кто прожил большую творческую жизнь и кто наделен умом, озорством и талантом. Чета пожилых людей, отмечающие 50-летие совместной жизни, приходят к выводу, что отмечать-то и не с кем. Вокруг лесные массивы и отсутствие какой-либо цивилизации. Спасает лишь природная веселость и жажда жизни. Очень мало пишут авторы на старшее поколение, и неохота оставлять их без работы, поэтому я с большим удовольствием взялся за эту работу, за эту пьесу. Немножечко мы ее доработали, переписали и сделали 2 хороших творческих состава. Актер Шамиль Фархуддинов написал историю под конкретную индивидуальность и надвигающиеся юбилейные даты своих коллег. Правда, одна из главных актрис Исламия Махмутова будет отмечать свой юбилей другой ролью Мир Чуткиной в одноименном водевиле Чехова. Что лучше, быть, что называется, прожить свою жизнь бобылем, как почтальон, персонаж, или же быть счастливой семьей, нарожать много детей, иметь огромное количество внуков и при этом остаться совершенно одинокими. Спектакль «Золотая осень» притягивает в первую очередь своей естественной атмосферой действия и портретными характеристиками. А для главных героев нет такого состояния, как прошлое или настоящее. Это все в крови. Деревенские старики, они всегда так не хотят в городе жить. Но они не так несчастные, они счастливые люди. Они вместе, вот, и у них внуки есть, и дети есть. То есть они не вызывают жалости, да? Нет, нет. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».